от имени всех жителей земли Олонхо поздравляю с этим знаменательным днем. Мы, коллеги Талантала Ламбековича, поддерживаем все его слова, которые были озвучены в докладе. Этот форум, можно сказать, назревал очень долго. Мы его практически в течение 10 лет обсуждали, вносили на обсуждение, думали, как провести. И очень отрадно, что этот важнейший форум для развития сказительского искусства всех народов организовывается именно в Республике Кыргызстан. Вот с нашими коллегами думаем мы все-таки, что такое эпос, да? Что такое эпическое наследие. У ученых, у науки есть много определений. Это богатырская сказка, это вершинный синтез народной мудрости. Но мы со своими коллегами все-таки, работая в течение 10 лет с продвижением, изучением своего эпоса Олонхо, мы пришли к выводу, что все-таки эпос — это учение о жизнеустройстве человека. Это, можно сказать, в эпосе в центре всех вниманий оказывается человек. Во имя торжества справедливости вот все это создается в эпическом наследии. Можно сказать, в эпосе сокрыты наши тайные пружины нашей истории и правды жизни. И, конечно же, самым главным человеком, главным носителем, который выковал это великое исполнительское мастерство, это, конечно же, сказитель. Он сказитель. Кто есть сказитель? Конечно, это в первую очередь он наделен самой природой, особый талант. Он, можно сказать, дитя природы. И самое первостепенное, он обладает уникальной способностью импровизировать. Сказитель, конечно, в первую очередь, он публичный лицо. Так как, конечно, эпос сказывается только публично, без слушателей эпической среды сказитель не может существовать в одиночестве. Конечно, вот эта его публичность дает очень много привилегий. Сказитель — это, можно сказать, идеолог. Идеолог, он учитель нации, он транслятор духовных ценностей народа. И, конечно, во все времена истории, человеческой истории, можно сказать, он заложил цивилизованное развитие государства. И мы должны это все понимать. Вот когда я был, можно сказать, еще помоложе, да, я разговаривал, у меня была честь разговаривать с Олонхосутом, старейшином Олонхосутом Якутии, Кириллом Никоновичем Никифоровым, Легочан. Я его спросил, вот в настоящее время, нынешнее время, люди, общество не понимают эпос, не понимают сказителей. Что надо для этого сделать? Я его спросил, а он сказал, что ничего не надо делать. Что если ты будешь кого-то заставлять понимать эпоса и понимать сказительское искусство, то, конечно, заработает обратная реакция. Эпоса никто не выбирает. Это эпос выбирает человека. Если эпос выбрал человека, любого человека, не обязательно сказителя, можно и слушателя, да, если он осознал всю эту мощь, всю эту силу эпическую, он раскроется и будет видеть мир уже другими глазами. И он будет уже относиться к жизни уже более мудро и более осознанно. Он мне так сказал, 10 лет тому назад, и мы, работники, молодые работники Института Олонхо, это очень восприняли очень серьезно, да. И, конечно, в связи с этим у нас в нашей республике
отрадно, что у нас наши руководители понимают всю важность сохранения эпического искусства, да, и у нас работает национальная политика в области сохранения, изучения. У нас есть театр Лондхо, у нас есть институт Лондхо, ассоциация Лондхо. В прошлом году у нас по распоряжению главы республики Александра Сергеевича Николаева была учреждена именная стипендия Лондхосутам в месяц, там 30 тысяч рублей. Вот такая поддержка, финансовая поддержка и моральная поддержка. Всеми силами у нас вот это происходит. И мы хотели бы, что в наших других регионах нашей необъятной Российской Федерации тоже такое было. Я хочу в заключение сказать, что словами нашего директора, нашего первого директора Василия Николаевича Иванова, он говорил: этнос, сумевший сохранить эпос исказителей, является счастливым, успешным народом. Спасибо. Цели и задачи форума, мне кажется, они исполнены, достигли. Потому что вот мы в течение 10 лет практически дискутировали на эту тему, потому что проблема сказительства и проблема самих сказителей, она вот назревала очень долго. И очень отрадно, что наши братья кыргызы вот взяли эту инициативу на себя и очень так сильно, мощно на уровне вот, мира, да, на мировом уровне этот вопрос подняли. Конечно, вот все вот мои коллеги, которые в эти дни говорили, я их всех поддерживаю, то, что сейчас проблема, кризис духовности, кризис человечества, и может только спасти, конечно, эпос. И как говорил наш первый директор Василий Николаевич Иванов, он говорил, то, что народ, этнос, сумевший сохранить свой эпос, он счастливый и успешный. И, конечно, вот итогом этой нашей трехдневной работы будет организация, учреждение международной организации сказителей эпосоветов. Это очень большой результат, можно сказать, которого мы ждали очень долго. Наконец-то вот на этом форуме услышаны слова самих сказителей. И те вот замечания, которые были озвучены самими сказителями в адрес организаторов тех или иных фестивалей и конкурсов, тех или иных симпозиумов, то, что им не давали слова, или они были объектом исследовали, или они были только инструментом, да, это имеет место быть. Ага. И мы вот с Якутии, да, с Труем очень впечатлены. Природа очень красивая, люди очень отзывчивые, красивые. Природа такая, ну, тут можно жить, можно сказать, жить и творить, да. И мы, конечно, с Таланталы Аламбековичем работаем уже много лет. У нас намечается очень много крупных проектов. И вообще в целом по эпосоведению у нас очень такие крепкие, тесные взаимодействия. Вот у нас есть Национальный организационный комитет Лондхо под председательством Александра Николаевича Жиркова, да, и они в этом плане. И, конечно, мы можем научиться у вас многому, и вы, конечно, тоже можете научиться у нас многому, потому что у нас тоже в нашей республике по продвижению, по сохранению эпического наследия коренных народов Якутии делается очень многое. В прошлом году у нас по указу главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева была учреждена именная стипендия Лондхосутам, носителям Лондхо, да. Каждый месяц ему выплачивается стипендия в размере 30 тысяч рублей. Ага. И по решению комиссии эта стипендия может быть пожизненной. И это Лондхосутам, нашим сказителям, это сильно обрадовало. Они уже подтянулись. Конечно, в наше современное время даже птицы поют за деньги. Мой дед всегда говорил, что сахалы чичах были никемге
как это, восходоллават. Но это в переводе в настоящее время даже птицы бесплатно не поют. Поэтому, конечно, вот эти деньги даются именно для его поддержания, его вот именно сказительского вот, дара, да, и что мы, конечно, сказитель, он своим, когда его поддерживают, то он, конечно, дает своему народу и людям, подрастающему поколению, тот же вот такой ответ будет. И, в общем, форум удался, очень такой грамотно составленная программа, все такое вот без официоза, без красных там папок, которые очень любят эти конференции, да. Все так естественно, все так организованно, от души, можно сказать. И, конечно, мы почувствовали дух Манаса, который вот живет в сердцах кыргызов. Кыргызстан республикатын Жанугар Сергетигер, bu Сахар республикатын Жанугар Гадинатыттан ититигистинник саман сайын келбитинен, bu манны күчүгей айылгага манны күчүгей Жанугар Гадинатыттан булахан форум түмүктере бу биһиген ороттор бут догорду хуларгар элбэх өңөнү оннаттан тупсууна хайдыгына калды.